رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. Всевышний говорит в Коране: стремитесь к прощению Всевышнего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, то есть широкий. И далее Всевышний описывает людей, для которых Он уготован, который уготован для богобоязных, верующих людей, которые делают пожертвования в радости и в горе. Всевышний описывает качества, которые благотворно влияют на человека, и они оберегают его от таких стрессов, которые жертвуют в радости и в горе, в бедствии, когда у него есть и когда у него нет, в богатстве и бедности. То есть этот человек всегда находит что-то, чем помочь людям. И поистине настоящее счастье испытывают те, кто помогают кому-то и видят в этом результат. Алхамдулилля, это доставляет великое удовольствие. И Всевышний говорит, в радости горе. Далее Всевышний говорит, и сдерживает свой гнев. И сдерживает свой гнев. Далее Всевышний говорит, прощает людей. Поистине Аллах любит творящих добро. И Всевышний подряд описывает качества, тот, кто расходует, жертвует, сдерживает свой гнев, прощает людям. 3 качества, которые помогают людям успокоиться, помогают людям в смиренности, помогают людям в спокойствии. И кроме того, что человек жертвует, сдерживает свой гнев, то, что он сдержал в какой-то момент, это не значит, что он должен постоянно все это в себе держать и заниматься самоедством. Следующие слова «и прощает людям» имеется в виду, убирает это из своего сердца, вытаскивает это из себя, прощает этого человека полностью, чтобы это его не разъедалось внутри, этот гнев. Некоторые как бы промолчали, ушли, но он будет днями и ночами об этом думать, переживать, и даже сон пропадет у человека. Так не должно быть. Человек должен простить и вытащить это из себя, так же, как прощает Аллах Субхану ва Тааля. Конечно же, если это какой-то несправедливый тиран, который постоянно там терроризирует людей и так далее, это другое. Опять же, на это тоже мы оставляем это, если мы не можем эту ситуацию исправить, мы оставляем это на судный день Аллаху Субхану ва Тааля, который непременно этого человека накажет, но опять же мы должны это убрать из своего сердца. Иногда бывает, просто человек увидел какую-то грубость, и все. Он сутками будет об этом думать, почему я не ответил или не ответила и так далее. Так не должно быть. Следующее – это зависть. Зависть очень сильно влияет на здоровье человека. Пророк ﷺ сказал, зависть – это бритва, однако она сбривает не волосы, а сберегает ваши благие деяния. Зависть – это как бритва, она сбривает не волосы, а сбривает благие деяния. Что здесь имеется в виду? Человек, у которого есть зависть, он постоянно думает, как бы навредить этому человеку. Постоянно думает, почему у него это есть, почему от него это не уходит. И он переживает за это и горит внутри, пока, или чтобы это ушло, уйдет, это, даже если у него будет больше, чем у этого человека, это все равно не оставит его в покое, потому что зависть такая вещь. И, конечно же, в судный день за каждое злое намерение и дела, которые мы совершаем, мы будем за это отвечать. И человек, который завидует, он постоянно старается навредить этому человеку, будь то злословие за ним постоянно, где-нибудь услышал об этом человеке, он непременно скажет о нем что-нибудь плохое за его спиной. Это все последствия зависти, и в судный день, конечно же, этот человек за все это будет расплачиваться, и он будет отдавать свои благие деяния этому человеку в судный день, и он останется без блага. В конечном итоге такой человек входит в огонь, поэтому Пророк ﷺ сказал, не завидуйте. В другом хадисе Пророк ﷺ говорит, не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цены, откажитесь от взаимной ненависти, не поворачивайте друг к другу спиной, и пусть одни из вас не перебивают торговлю другим, и будьте рабы Аллаха братьями и сестрами. И непозволительно мусульманину притеснять другого, оставлять его без помощи, без поддержки, лгать и презирать его. А богобоязненность вот здесь, и Пророк ﷺ трижды указал на свою грудь. И в конце что говорит Пророк ﷺ? Достаточно зла совершает человек, презирающий своего брата. Ему достаточно этого зла, чтобы погубить себя и физически, и духовно, презирать кого-то постоянно. Может быть так, что в какой-то ситуации человек
проявил гнев и так далее. Все мы люди, у нас у всех есть эмоции, однако это не должно быть тем, что нас постоянно разъедает изнутри. Далее, позитив. Аяты и хадисы, очень много аятов и хадисов, где Пророк сам учит нас позитиву, ставить высокие цели и добиваться. Пророк сам сказал, даже улыбка в лицо своего брата является милостыней, или в лицо своей сестры. Просто улыбка в лицо, это является милостыней, ты уже зарабатываешь что-то у Аллаха, что-то благое. И ты заранее уже настраиваешь на позитив и своего собеседника, и себя, если ты обращаешься к нему с улыбкой. Это является огромным благом. И деяние, тебе не нужно напрягаться, тебе не нужно особо ничего делать. Ты просто с приветливым лицом разговариваешь с человеком и получаешь за это огромные милости. Далее, наше окружение. Это влияет на наше здоровье. Наше окружение, с кем мы вводим дружбу, с кем мы вводим товарищество. Всевышний говорит, если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. С кем бы мы ни водились, примерно мы те же люди. И приводится, что Пророк саллаллаху сказал, лучший товарищ пред Аллахом является тот, кто лучше всех относится к своему товарищу, а лучшим соседом тот является пред Аллахом тот, кто относится лучше всего к своему соседу. В другом хадисе Пророк саллаллаху говорит, человек исповедует ту же религию, что его ближайший друг. Так будь же каждый из вас обращает внимание на то, с кем он водит дружбу. Имеется в виду, религия это самое ценное, имеется в виду, любые интересы жизненные интересы, примерно у тебя одинаковые с теми, с кем ты водишь дружбу. Поэтому пусть твои друзья будут благими, хорошими, позитивными, добрыми, а не злыми сплетниками, которые постоянно тебя затягивают, какие-то сплетни, интриги и так далее. Пусть каждый из нас посмотрит, с кем он водит дружбу. И следующее – это спорт. Следующее – это спорт, спортивный образ жизни. Пророк саллаллаху сказал, обучайте своих детей стрельбе из лука и плаванию. Обучайте. Не просто там, а именно обучайте детей плаванию, стрельбе из лука. Также в исламе приветствуется, является сунной, желательным действием, это борьба, это катание, езда на лошадях. И Пророк призывал к этому. Приводится, что Пророк саллаллаху однажды вышел в поход со своими сподвижниками, и он взял с собой свою жену Аишу, ради Аллаха, да будет доволен ею Аллах. И они были в пути, и он отправил вперед свое войско, и остался позади с женой и сказал, давай на перегонки. И они бегали на перегонки. Первый раз Аиша выиграла. Она первая прибежала. В следующем походе Пророк сам выиграл и сказал, это тебе за тот раз. Имеется в виду бег, борьба, плавание, стрельба из лука, катание на лошадях, это все является желательным действием. Пророк сам призывал нас к этому. И здоровый образ жизни, конечно же, приветствуется в исламе. И последнее, если уже вы заболели, то нужно проявлять терпение и надежду на исцеление. Ведь Всевышний говорит, поистине после тягости непременно наступает легкость. Или поистине после тягости избавление. И дважды друг за другом Всевышний повторяет. То есть будьте уверены, надейтесь на то, что после тягости придет легкость. Это касается всего, и бед каких-то, и болезней, и так далее. Поэтому мусульманин не должен терять надежду на исцеление. Врачи скажут, очень много случаев, действительно чудесных случаев, когда уже безнадежный человек иногда вылечивается, альхамдулилля, поэтому человек должен не терять надежду. И Пророк саллаллаху говорит, Всевышний сказал, я буду таким, каким считает меня мой раб. То есть, если ты хорошо думаешь о Всевышнем, надеешься на его милость, ты это получишь. Однако, если ты плохо думаешь об Аллахе, субхану ва тааля, и постоянно ожидаешь какой-то гнев, какие-то трудности, то они будут приходить к тебе. Поэтому думай хорошо о Всевышнем. И когда говорят плохо думать об Аллахе, это значит постоянно ожидать каких-то неприятностей, будь то на работе, в здоровье, там, в пути и так далее.
И наоборот, хорошее думать о Всевышнем, всегда ожидать благого. В любых местах, в любых ситуациях всегда ожидать благого, это хорошо думать об Аллахе. И каждый из нас должен быть таковым, быть позитивным, ставить высокие цели и добиваться. Приводится, что однажды в одном из противостояний пророк саллаллаху они копали ров вокруг города, готовились к сражению. И пророк саллаллаху сказал, да благословит Аллах приветствует, он сказал своим сподвижникам: вы возьмете Персию и вы возьмете Византию. Их всего мусульман вообще в мире 3000 человек. И он говорит: вы возьмете Персию и возьмете Византию. Посмотрите, какие цели. И через 10 лет мусульмане взяли Персию. Великие цели, которых они достигли. Конечно же, я не говорю сейчас о сражениях, о битвах и так далее, но ставьте себе высокие цели и добивайтесь. И, конечно же, вы должны уметь жертвовать ради этого. И, конечно же, в первую очередь, это должно быть дозволенным образом, а не стремиться через все запретное и так далее. Конечно же, дозволенным образом. Всевышний в Коране говорит: скажи моим рабам, обращаясь к посланнику Аллаха, говорит: скажи моим рабам, которые отчаялись, которые поступали во вред себе и отчаялись с милости Аллаха. Поистине Аллах прощает все грехи, поистине Аллах прощающий, милосердный. Одним из великих грехов является отчаяние. Отчаяние в милости Аллаха, что Аллах не одарит вас ни здоровьем, ни детьми, ни семьей там, или чем-то подобным. Это является греховным. И Всевышний говорит: не отчаивайтесь в милости Аллаха. И в конце, конечно же, если вы уже заболели, нужно лечиться. Нужно лечиться, ходите к врачам и так далее. Там, ответственно относитесь к своему здоровью. И мольба. Мольба, просить Аллаха субхану ва тааля о помощи, читать аяты, излечения. Поверьте мне, я за свою жизнь, я 20 лет, больше 20 лет уже в духовном управлении у нас в Карачаево-Черкесии занимаюсь экзорцизмом, изгнанием, лечением и так далее. Я, поверьте, видел очень много разных ситуаций, когда действительно там по щелчку человек может излечиться от некоторых болезней. Я не говорю, конечно, о серьезных медицинских болезнях, но многие болезни можете излечить мольбами, молитвами, просьбой у Аллаха субхану ва тааля.